самого детства. Были брат и сестра, были. Я самая младшая, а уже их нет, я одна осталась. Як заїш в Шутовичі, там стоїть дом, і він ще й тепер стоїть, такий мураваний такой стоїть. Була там школа, 4 класи було. Учительницю знаю, преподавала, приїжджала нам з Борисова такая. А потом я ходила у Сморгоне, в школу Сморгонскую. Вот теперь не там. Сначала была школа против Белого дома, а потом первая школа. И я и в первую тогда ходила в школу. Вот. И кончила школу. Вот тогда и дальше пошла работать. Дальше не училась работать. 1 год, 17 лет работала в завод «Зерно», квитанцию выписывала. А потом устроилась, 18 лет мне стало, и я работала на литейном заводе. 20 лет доработала на литейном заводе. Вот. Там всякие профессии, но большинство было формовщицей литейного завода. Потом вышла замуж. Ну и работала, и дети были, и работала еще там. Потом я уволилась в 1973 году, уволилась с работы, выдавала детей. Потом устроилась и снова я на работу в быткомбинат. Работала в быткомбинате, заведующей у Шутовичах быткомбината дробила 5 лет. И тогда потом и снова уволилась, пошла у силикатной. 50 лет пошла на пенсию. Потом и снова в быткомбинат устроилась, попросили. Ну и теперь уже я сижу дома с детьми, 5 детей было. Ну, а теперь 4 только живут. Ну, какие вовлечения? Мне мало было, треба было детей годовать еще. Училась, все ж учились, как бы не так, что все воспитывались хорошо, учились. А я сельским хозяйством занималась. Очень много. Тогда-то много было. Было и животных было, и надо было на земле pracować. Pracoвала. Потом вот кому надо чего, людям помогала всем. Меня все везде просили, как я помогала, как вот что где-нибудь идти, повисать, что-нибудь, что-то я была для их добродушная. Было хорошо, весело было. Хоть я не жила тут, на этом месте, я жила от Сморгонь 3 километра от Сморгонь. Там близко до завода был, и там близко жили. Там нас было больше 20 домов. И мы уже называлось, ну, когда-то як Калиноване, называлось отдельное. Как вот теперь микрорайон у нас такое было. Потом в 1958 году образовался колхоз, и колхоз был Франц Шутович, и он председателем был, и перевез нас не этот дом, что я тут жила, а у меня еще есть, где отец и мать жила. Она есть, стоит. Мой сын живет там. И трактором перевезли, гусеничным трактором перевозили дом полностью. Ну и стала я тут жить. А тут было весело, колхоз строился, сельсовет был тут, контора тут была, клуб был, детский садик, школа робилась. Все тут, здесь мои дети тут ходили в школу. Потом учились в Сморгонях.
И так были и танцы, и вечера, и кино пускали, и спевали, все учились, все спевали. Даже я ходила разом спевать. Ну, Олег, як возможность. Гармоник, у нас свой гармоник. Дочка учила, что такое. Подружки по парам в тишине развелись. Только я в этот вечер осталась одна. Не поверю, что другую ты любишь. Никому я об этом я сейчас не скажу. Все как лучшему другу я тебе доверяла, а теперь ты сегодня ушел из другой. Ходила, песню заводила, да стекло не давала. Треба дружно жить, веселыми быть, усім побеждать. Если есть горе, надо трохи протишиться. И если неправильно зробив, второй раз зробишь лучше. Один одного как уважали, любили один одного и помогали. И треба трудиться трохи. Не так, что кто-то трудился. Треба трохи что сами со себе делать, и то есть, ну вот так. Дружно, треба дружество было. Не волноваться, общаться с усими. Вот. И просто прощать, что я благое не так зробил. Ну а что? Всего бывает в жизни. Бывает плохое и хорошее. Ну, лучше нехай буде. Здоровье было усім хорошее. Дети рождались, отмечали мы каждый раз, отмечали. Выросли дети, свадьбы отмечали. А если были рождения у каждых, и самой, и у всех, каждый раз отмечали. Праздники отмечали. А праздники, я не знаю, как это назвать вам. Ну, я католичка, католическая отмечала, а с соседями общалась, они православные. У нас католическая, она православная, у них играли. И у нас вечера собиралась молодежь когда-то, танцы были, когда-то в доме танцы были. Не было ж клубов. В доме завсяды 2 недели прошло и танцы. А молодежь, то нема танцев. Тогда збирались так что-нибудь. Игрались сами с собой тоже. И было весело. Іван Григорій прийшов, я на його пойду. Водицы с скриницы, я ему отнесу. Водицы с скриницы, я ему отнесу. Моя мама хотела, не знаю, какое имя, а хрощница забыла. И он прочитал у календару такое название. И будет называться так. Приехали, сказала, что так и так. Ну, нехай уже будет. Меня, думаете, все звали так? Не,
Это я только пишется по всему бумагах. На работе робила я у Литейным. Меня звали Нина. Правильно? Везде Нина, як Нину, все знають. І всі знали, вот кто старший сейчас стався, кто скажет Нина, то и знаешь. А так не знали, что мое имя. А так, хто тут, як хто хотів. І Люберта, і Альберта, і Льорка, а я отзывалась. Я всяк отзывалась, все равно. Я не біжалась. Але мне звали так, настоящее уже. А чье оно такое имя, не знаю. Нынешнее поколение росло веселое, хорошее, училось тоже к новому что-нибудь, что создавали что-нибудь новое. Не ломали, не крышили, не там, что хорошо создавали. И в училище к лучшему. Новое поколение совсем инакшее будет со мной, потому что тут все новейшее есть. А мы жили после войны, не было всего. А тут надо хорошо будет.